Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиев в годы Отечественной войны был главным редактором абхазского телевидения. По его словам, успех нашей страны в информационном освещении конфликта – результат оперативной работы журналистов. Самым важным решением абхазской телерадиокомпании, по мнению Руслана Хашик, стало то, что 14 августа начали эвакуировать основные технические средства для создания резервной студии в Гудауте. Процесс был завершен 15 августа, и уже 18 августа был первый выход в эфир. Абхазская телерадиокомпания создала телецентр на базе Гудаутского детского сада. До детского сада мы в одно время вообще приняла семья Дзидзари рядом в пригороде Гудауты. И мы месяц жили в семье, работали, нам были созданы все условия. Мы монтировали там, мы выходили в эфир там. Там просто на заднике стена в зале этого семьи Дзидзари. Дома превратили в студию. Да. А все соседи помогали, кормили, готовили. Это была Отечественная война. Поэтому каждый помогал, чем он мог. Эту атмосферу вообще забыть невозможно. Потом мы жили в Доме культуры села Лахны, и где-то ближе к началу зимы мы переехали в Гудаут, и это вот наш телецентр был на базе Гудаутского детского сада. Но мы выросли из размера детского сада, уже к концу войны наши ребята, техники, это уникальные люди. Это очень подготовленные специалисты. Вот Леонид Агерба, Даур Хурсай, Даур Киут. И в итоге где-то вот через 3 месяца, если мы каждый день вначале ездили на Пицунду, на перегон, осуществляли все вот телевизионные репортажи на зарубежные телекомпании, в том числе на российские, а где-то вот с января 1993 года мы прямо со студии в детском саду осуществляли перегон, используя несколько телевизионных вышек на Москву и на другие города. История журналистов в период Отечественной войны народа Абхазии сохранила немало примеров того, как российские корреспонденты разделили с абхазскими бойцами все опасности фронтовой жизни. Корреспонденты и операторы шли вместе с ними в бой. На этом поле у них была своя война. Одним из таких бесстрашных журналистов оказался специальный корреспондент телеканала Останкино Владимир Лусканов. Действие журналистов на передовой не всегда диктовалось прямым выполнением редакционного задания. Мерой их поступков были другие законы – законы совести. Мне очень приятно находиться вместе с вами в эти дни, когда отмечается такая замечательная дата рождения абхазского телевидения. Уверяю вас, 40 лет назад никто не предполагал, во что выльется эта простая, казалось бы, техническая задача создания информационного телевидения в Сухуме, вещающем на абхазском языке, опирающемся на национальные кадры. Последствия этого решения проявились годы спустя, но самое главное, что такое национальное телевидение было создано и очень за короткий срок сумело обрасти национальными кадрами, прежде всего журналистами, операторами и людьми, способными организовать сам телевизионный процесс. Это только на первый взгляд кажется, что телевидение устроено очень просто и состоит из множества людей, нескольких камер, автомобилей, средств связи. И, в общем, этим можно легко распоряжаться. На самом деле это очень сложный и непредсказуемый такой механизм, который надо уметь отстроить, наладить и уметь им управлять. Вот то, что произошло в Абхазии в 1992 году, то, что было абсолютно неожиданностью для всех жителей тогда уже
бывшего Советского Союза показала, насколько важно было наличие такого вот ресурса информационного, как национальное телевидение. И будем откровенными, без этого ресурса ход Отечественной войны здесь, в Абхазии, возможно, был бы иным. Возможно, это приняло бы какие-то затяжные и более тяжелые формы. Журналист Кристиан Бжани во время Отечественной войны народа Абхазии помимо своей основной работы активно работал на зарубежные СМИ, донося правду о том, что происходило тогда на нашей земле. Я не помню одного дня с тех пор, как попал на абхазское телевидение, чтобы оно не выходило в эфир. Война то будет, наступление то будет, еще какие-то потрясения страшные. Ни одного дня абхазское государственное телевидение не прекращало вещание, ни при каких обстоятельствах. Это очень важно. Важно помнить и понимать ситуацию, при которой работали наши коллеги, творческие работники, технические работники. А что такое слаженная работа? Это когда весь персонал, от человека, занимающего самую малозначительную должность, до самого руководителя, когда все работают в унисон, когда все друг друга понимают, читают мысли друг друга. И тогда работа получается слаженной. Ведущий программы «Авторивьера» на абхазском телевидении Гарри Арестава во время Отечественной войны был оператором. По его мнению, главной задачей тогда стояло сломать поток информационной лжи, который несся со всех сторон. И со своей задачей наши журналисты справились. Именно телевидение могло передать всю реальность происходящих событий. Удалось выстроить так работу, что все, кто приезжали и интересовались этой проблемой нашего народа, и в те тяжелые дни мы могли оказывать всяческую поддержку, чтобы они сумели донести правду. То есть, чтобы сбить этот поток дезинформации, очень мощный, который шел с грузинской стороны. И это удалось. Нам приезжал Владимир Лусканов, Сергей Шатунов, Александр Покрышкин, Александр Поклад, Светлана Беклемищева. Наверное, кого-то сейчас пропущу, но они пробивали эту информационную блокаду, потому что в первое время наша информация, она шла очень плохо, ее не принимали. В ходе пресс-конференции были продемонстрированы видеозаписи поздравления бывших сотрудников абхазского телевидения и российских журналистов. Вам Шипсия Абсантула, приветствую всех сослуживцев и товарищей АГТРК. Поздравляю с 40-летним юбилеем Апсуа Телехопшра. За это время абхазское телевидение прошло славный путь, хотя и были и потери. Память об ушедших наших друзьях и товарищах всегда с нами, и она светла. Абхазскому телевидению желаю процветания, а вам, друзья, счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне и всего самого наилучшего. Шардам-то Абсантула. Я думаю, что настоящий день рождения нашего телевидения, так же, как и нашего государства, это 92-93 годы. Тогда наш народ доказал, что достоин жить в независимом государстве, достоин быть свободным. И мы, журналисты, доказали, прежде всего себе, что мы настоящие журналисты и что у нас настоящее прекрасное телевидение. Можно, конечно, много вспоминать, но хочется сказать одно. Воевать не созидать. И поэтому, я думаю, и телевидению, и нашему народу, мудрому народу, всем нам, журналистам, придется еще раз доказывать, что мы и профессиональные журналисты, и мы, как граждане, достойны жить
свободной, независимой стране. Давайте созидать вместе. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, из тех 40 лет, которые вы сегодня празднуете, 25 я так или иначе был где-то рядом с вами. Я счастлив поздравить вас, иметь возможность поздравить вас с этим праздником здесь, в Абхазии. Мы улетаем на Псху. Я помню, что когда-то на Балканах мне сказали одну очень важную в моей жизни фразу. Дай Бог тебе и счастье, что ты родился под вершиной горы. И на вопрос, почему под вершиной горы, чтобы никогда у тебя не было иллюзий, что ничего выше не существует. Так вот, я вам желаю новых высот, я вам желаю такой ясности и понимания важности вашей, как сегодняшнее чистое небо, а мы улетаем на Псху. Пока. Руслан Хашик передал в дар Музея боевой славы рабочие записи журналистов времен Отечественной войны народа Абхазии, которые он сохранил в своем личном архиве. Рената Шакай, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.